Ассаламу алейкум! Здравствуйте, дорогие зрители моего канала Таджикистан Ватан. Изат Амон задержан по прилету в Душанбе. Он депортирован из России, и его будут судить в Таджикистане за мошенничество, сообщает МВД. Таджикские власти обвиняют его в мошенничестве по статье 247 часть 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Изатулло Холов был задержан сотрудниками милиции в Душанбинском аэропорту после депортации из Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. Отмечается, что он был депортирован из Российской Федерации за несоблюдение правил проживания и незаконное приобретение российского гражданства. И так вот, как это говорится, следует отметить, что Холов Изат Амонов обманным путем забрал и присвоил крупные суммы денег у десятков людей в России под предлогом защиты прав граждан Таджикистана и трудовых мигрантов. Просим лиц, столкнувшихся с мошенничеством. Холова Изат Амонов. Позвонить по телефону доверия МВД 221 21 21, говорится в сообщении пресс-службы. Мошенничество, совершенное а. при особо опасном рецидиве, б. в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 1460 до 2190, показателей для расчетов 87 600, 131 400 самани, или лишением свободы на срок от 8 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет, или без такового, говорится в части 4 статьи 247 Уголовного кодекса РТ. Изата Амона задержали в России 25 марта. Он утверждает, что его задержали по просьбе властей Таджикистана. Накануне в пресс-центре МВД Таджикистана «Азия Плюс» сообщили, что задержание Изата Амона не имеет никакого отношения к правоохранительным органам республики. Но позже там заявили, что в Таджикистане против него возбуждено уголовное за совершение мошенничества по статье 247 часть 4 УК РТ и привели несколько фактов мошенничества Изата Амона. Тем временем, на канале Изата Амона в YouTube 25 марта появилось его обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем он утверждает, что если Путин смотрит его запись, то его уже нет на территории России. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы смотрите это видео, это значит, что меня на территории Российской Федерации нет уже. Я более чем уверен, что меня увезут, потому что этим людям заплатили огромную сумму денег. И представители властей Таджикистана вместе с некими спецслужбами РФ намереваются меня отправить в Республику Таджикистан, чтобы меня посадили в тюрьму за то, что я критикую действия властей Таджикистана, говорится в ролике. На сайте Мосгорсуда сообщается, что Тверской суд Москвы обвиняет Изата Холова, Изат Амон, в нарушении статьи 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Эта статья влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового. Изат Амон родился в 1973 году в районе Рудаки. Он окончил экономический факультет Таджикского национального университета. По утверждению самого Амона, с начала 2000-х годов он проживает в Москве. В 2009 году окончил дипломатическую академию при МИД РФ, а в 2013 году аспирантуру Академии Госслужбы при аппарате президента РФ. В настоящее время работает адвокатом в Международном адвокатском бюро в Москве и возглавляет организацию «Центр таджиков Москвы». Вот такие новости на сегодня. Пишите, что вы думаете об этой ситуации. Кто виноват в этой ситуации, власть или ОМОН? Подписывайтесь, ставьте лайки. Таджикистан Бапеш.